Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Мы начинаем такую серию прямых эфиров на страничке Татарской культурной автономии города Москвы. И сегодня нашим первым гостем прямого эфира станет Равиль Закиров. Он является главным редактором портала «Татар Санкт-Петербурга» и Ленинградской области. Всем привет! Всем привет! Я вижу, что Равиль у нас уже появился. Он представляет портал «Татар» Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их аккаунт называется «Питер Татар». Вот с этого аккаунта у нас Равиль выходит в прямой эфир. Сейчас мы его пригласим. Одну минуточку. Добавляем. Равиль, салям. Исәнмесез. Бик шат сезне күрергә, Эльмира. Мин дә бик шат. Иә. Кадерле иптәшләр, сезне тәбриклим, сезне кабул итәм. Бик шат сезне белән сөйләшергә. Рахмет, бик зур рахмет. Очень по-национальному, так в тюбетейке, так приятно это видеть. Спасибо, спасибо. Да, а я вот, так сказать, на национальном фоне, с национальным орнаментом встречаю сегодня вас. Вот видите, наша национальная такая вот орнаментика, она везде присутствует, и на тюбетейке меня, и вот в вашем зале, в принципе, тоже, да. Да, так получилось, что я сегодня выхожу в прямой эфир прямо из здания автономии. Решила, что первый эфир должен состояться именно таким образом. Вам, наверное, известно, что мы сейчас вообще готовимся к онлайн-сабантую. И в таком усеченном формате, сохраняя дистанцию, все-таки начинаем собираться и потихонечку эту работу делать и проговаривать ее. Да, я слышал, что Московская автономия будет проводить сабантуй в онлайн-формате в этом году. Это очень интересный такой вот проект, я считаю. Да, мы как бы силами автономии, но не только, безусловно, как всегда в Москве сабантуй проходит при участии полпредства Республики Татарстан и полпредства Республики Башкортостан. И в данном случае автономия принимает активное участие, Совет молодежи. И вот мы в таком вот в довольно знакомом для нас составе, да, готовим совершенно другого формата праздник. Но надеюсь, что нашим подписчикам и вообще татарской аудитории это понравится, потому что мы планируем, что нас будут смотреть не только в Москве, а все-таки будут смотреть и регионы, и наши татарские общины из разных стран. Вот. И у нас будет такая большая, огромная площадка. Призываем всех смотреть, готовиться и принимать в этом во всем участие. И готовы, кстати, взаимодействовать на этом фоне. Очень хорошо, я очень рад. Мы тоже готовим мероприятие, на самом деле. Вот уже скоро совсем будет концерт на День России и посвященный столетию республики. Будет большой онлайн-концерт татарские артисты Петербурга в интернете. Мы готовим что-то очень такое вот интересное с участием разных коллективов региона. И я думаю, будет интересная концертная программа. И я думаю, все интересно посмотрят это вот большое такое шоу. Вот. А когда это у вас будет? Какого числа планируете? Мы планируем 12 июня. Прям в день, 12 июня. Да. Время пока мы еще не обговорили, но это точно будет концерт с участием татарских артистов. Некоторые из них вы знаете, может, даже в прямом эфире. Но пока что есть некоторые такие технические решения мы обкатываем и посмотрим, как это лучше всего сделать будет. Вот. Но мы планируем, что концерт будет транслироваться на площадках в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Вот. И его смогут посмотреть большая аудитория татар. Ну, собственно, мы об этом сегодня и поговорим. Поговорим о вашем портале, поговорим о том, какой вы вносите вклад в информатизацию, в коммуникацию, да, татарской общности, татарской молодежи Санкт-Петербурга. Но и в данном случае выполняете довольно большую роль в такой коммуникации между татарами вообще всего мира, да, я так полагаю? Ну, да, на самом деле у нас наш регион, он чем отличается, что
он является своеобразным таким форпостом на пути к Европе, поскольку мы дружим и с Скандинавией, с финскими татарами, и с Прибалтикой, и татарами Европы, также татарами Карелии, Архангельска и Мурманска. Естественно, для нас, в принципе, это очень важное такое наше место, через которое мы можем нашу культуру продвигать в этих регионах и общаться, взаимодействовать друг с другом. Вот. Недаром, недавно за представительством Татарстана в Петербурге была определена роль как раз экономического и культурного сотрудничества с этими регионами. Вот. И представительство на данный момент сейчас проводит очень широкую деятельность с этими регионами через наше питерское представительство. Вот. И мы, в свою очередь, тоже стараемся не отставать и проводим онлайн-конференции с татарами Северо-Запада. Недавно проводили как раз. Также там приняли участие и татары из Австралии, то есть мы и туда, так сказать, закинули удочки, и тоже наладили контакты не только в нашем регионе, но еще и за рубежом. То есть мы, в принципе, открыты для диалога с татарами со всех уголков земли, и мы открытое общество и готовы обмениваться какими-то новостями, мероприятиями, идеями, проектами в интернете. Равиль, я смотрю, вы время не теряете зря на изоляции, да, пытаетесь со всеми контактировать, коммуницировать активно. Это очень здорово. Равиль, я вообще очень рада, что мы вот именно с этой встречи открываем сегодня прямые эфиры, так сказать, Москва, Санкт-Петербург, да, две столицы, столицы нашей страны, у вас культурная столица. Мы еще об этом немножечко чуть попозже поговорим, о том, как у вас развиваются молодежные проекты, о том, как у вас именно татарская культура, да, продвигается. Но для начала хочется спросить, как вообще ваш портал создавался, да, как он вообще организовался, как он появился, почему возникла такая потребность? Вы знаете, вот в Петербурге у нас много организаций, и у каждого есть какой-то свой там сайт или ресурс, да, но у многих организаций такого ресурса нету, даже нет просто какой-то страницы в социальной сети. И вот эта проблема долго существовала, и вот в прошлом году на вечере в татарской гостиной был у меня диалог с представительством, и предложили мне такую идею создать портал, сайт, где могли бы публиковаться новости, мероприятия татарских общественных организаций региона, ну, в данном случае и города, и области, с тем, чтобы мы могли эту информацию продвигать в татарской среде более широко и, в общем, обмениться информацией друг с другом и более широкая аудитория. И буквально там прошло несколько дней, мы активно взяли за дело, начали обсуждать концепцию данного портала, чем будет заниматься, какие будут рубрики, какие будут разделы. И буквально 15 мая прошлого года заработал портал. То есть вы год, да, фактически вы существуете год? Да, мы недавно отметили год существования портала, да, как раз, и за это время мы успели очень сильно вырасти, и мы уже стали не просто каким-то новостным ресурсом, но и мы также планируем запустить телевизионную ветку вещания, это и видеопродакшн, и также мы проводим какие-то мероприятия, сотрудничаем с татарскими организациями и представительством Татарстана в Петербурге. Очень здорово. То есть вы выступили таким информационным центром, да, среди всех объединений, татарских объединений Санкт-Петербурга, чтобы как-то аккумулировать всю вот эту информационную, весь информационный ресурс как бы на себе, правильно? Да, мы как раз и хотели, чтобы стать таким центром, получить информацию, да? Да. То есть стать площадкой такой для всех татарских организаций города. Да, чтобы у всех были равные возможности
рассказывать о себе, давать новости и обращаться к аудитории нашего города. Но, в принципе, мы уже не только ограничиваемся новостями региона, мы также мониторим и новости татар других регионов страны и даже других уголков мира. То есть мы стараемся не только, не только зацикливаться на себе, но также мы общаемся с татарами ну, и Татарстан, и это и какие-то крупные центры, где много татар, это за границей, и пытаемся всю самую интересную, свежую информацию, которая была бы интересна нашим подписчикам, и публиковать на страницах и нашего портала и в социальных сетях. То есть мы, в принципе, присутствуем во всех известных социальных сетях, это Facebook, и Инстаграм, и ВКонтакте, Одноклассники. У нас есть свои каналы в Телеграме, в Ютубе, у нас есть Твиттер. Так что, в принципе, нас можно читать везде, где только можно. Вот. То есть ваши странички есть везде, да? То есть вас можно посмотреть и информацию, любители для Фейсбука найти на Фейсбуке информацию, любители Инстаграма найти в Инстаграме, зайти на сайт и получить более развернутую информацию. Равиль, а вот если все-таки остановиться поподробнее, да, и рассказать о том, о чем вы конкретно пишете, да? Вы говорили, что у вас есть рубрики. Вот какие? Говорят же обычно, когда работают какие-то информационные ресурсы, они ориентируются на определенную аудиторию, да? Вот на кого ориентированы вы в своей информации? Или, может быть, у вас есть рубрики, где, ну, которые делятся по интересам? Ну, у нас есть разные рубрики на сайте, на самом деле. То есть начинали мы с рубрик «Это культура», «Общество», «Религия», ну, также «Бизнес». Ну, сейчас в этом году мы расширились и запустили рубрики «Это история», поскольку у нас это год столетия Татарстана и 75-летия Дня Победы. Поэтому мы тоже эти рубрики запустили на нашем сайте, посвятили отдельной странице. Также мы запустили рубрику «Биографии», где публикуем данные о татарских деятелях, интересных личностях, которые сыграли важную роль в жизни нашего региона. Также мы запустили в этом году интересную рубрику интервью с татарскими женщинами, которые добились успеха и играют такую значительную важную роль в нашей жизни татар нашего города. Эту рубрику ведет Катифа Гамединова. Она журналист этноконгресса журналистов, то есть она как бы человек из этой среды, она в этом хорошо разбирается. Также у нас есть рубрики по молодежи. Мы запустили рубрику для молодежи. И, в общем, у нас достаточно много тем, которые мы освещаем. И можно всегда зайти на сайт и найти интересное. Мы же можем сказать, что, в принципе, ваш портал, он такой довольно молодежно ориентированный, даже в плане того, что в руководстве портала находятся ребята молодые, да, и то, что те, кто пишут, составляют все эти рубрики, материалы, да, аккумулируют их, то есть это, по сути, уже такая, ну, прогрессивная молодежь, так сказать, да? Ну, на самом деле у нас публика, она разная. То есть, когда мы запускались, у нас контингент был, ну, где-то, наверное, плюс 45. Но постепенно мы старались привлекать и более молодые поколения, специально устраивать мероприятия интересные. Например, мы провели детский конкурс стихов Тукая, посвященный вот как раз дню рождения Тукая. И очень много молодых родителей вот, стали интересоваться нашим порталом. Также мы видим тоже молодежные новости, стараясь отслеживать какие-то мероприятия интересные, которые могли бы быть интересны молодежи. То есть это и новости молодежных организаций Петербурга, это какие-то мероприятия и проекты, связанные с молодежью города Петербурга. И также мы мониторим разные конкурсы, которые организует Татарстан, другие субъекты Российской Федерации.
есть мы стараемся охватить максимальный такой спектр разных мероприятий, которые могли бы потенциально интересны жителям Петербурга, особенно татарам. Вот. И поэтому, конечно, вот в последнее время смотрел статистику, у нас вот сейчас контингент уже пошел 25+, акцент 35+. То есть мы так помолодели, можно сказать. Вот. Здорово. Но наша задача не только, на самом деле, работать с максимальной аудиторией, и поэтому предлагаем, как бы, стараюсь предлагать новости интересные вот максимально широкой аудитории. Равиль, а община татарская в Санкт-Петербурге, она вообще большая? Вот как вот в представлении, много татар проживает в Санкт-Петербурге и в области? Ну, у нас, то есть, ну, по неофициальным данным, в Петербурге проживает около от 300 до 400 тысяч татар, неофициальным данным. И по официальным данным, конечно, цифра, она там на порядок меньше. Это вызвано с тем, что на самом деле такая ситуация сложилась, что татар, которые приезжают в город, они часто нигде о себе не заявляют, и мы о них очень мало знаем. И на самом деле, даже когда перепись шла, то как бы эта информация даже немножко терялась, да, то есть не все, может быть, афишировали свою национальную принадлежность, поэтому как бы официальные такие данные могут быть немножко занижены. Но вот по нашим независимым исследованиям, которые проводили в Петербурге, вот эта цифра, она вот оказывается где-то на порядок выше. Это самое интересное. И вот на самом деле получается такой вот интересный парадокс, что с одной стороны у нас очень много татар, но это основная их вот такая вот количество, оно вот где-то в тени находится. И для нас это является таким большим трудом, чтобы вот к ним прийти, их как-то вот Выявить, заинтересовать, да? да, выявить, заинтересовать, привлечь в наше мероприятие. И этим занимаются у нас многочисленные организации в нашем городе с татарами. То есть у нас есть разные Владимир, организации. расскажите про организации еще, которые у вас есть в Санкт-Петербурге, потому что у вас такая, она достаточно тоже, ну, по своему составу довольно молодые, ну, организации. Расскажите про них. У нас есть одна из самых крупных организаций, это татаро-башкирское общество Питер-Булары. Оно существует больше 10 лет. И это, наверное, самая многочисленная организация татар в нашем городе. Там, значит, буквально, по-моему, все вместе около 11 тысяч подписчиков у них ВКонтакте. И они очень широко занимались такой культурной деятельностью, они проводили очень много культурных мероприятий, это и концерты, звезд эстрады Татарстана, это и артисты из других регионов, Москвы, это были какие-то свои концерты самодеятельности. У нас есть замечательные творческие коллективы татарские в нашем городе, они выступают на площадках города и, в частности, на татарских мероприятиях. Вот. Ну, конечно, я должен сказать, что у нас также есть и татарская национальная культурная автономия Петербурга. Там председатель Раис Марисович Аркаев, и мы хотим как бы выразить благодарность то, что он проводит такие крупные мероприятия, как Сабантуй Петербурга, раз в год проходит Сабантуй, и также проводится праздник Ураза-Байрам, он помогает нашим татарским таким деятелям известным, которые пишут книжки, издаются. Вот, кстати, вот достаточно много книжек было при поддержке автономии издано нашими известными татарскими журналистами. Это и Тагирджанова, и Телешов. Это такие имена, они на слуху в нашем городе. Вот. Ну, также, конечно, должен упомянуть, в нашем городе есть филиал татарской международной организации Акалфак. Наш филиал Акалфак Нева, он Он здесь есть в эфире и у нас нас, смотрит, я у вижу. нас есть, да, он руководитель этой организации Фера Эльгазаровна Рашитова. Она, вот, так сказать, очень
очень активно идет деятельность культурная в нашем городе, и с участием Алкофак-Нева прошло очень много мероприятий, Татарской гостиной, и об этом, конечно, мы все писали на странице нашего портала. И с этой организацией у нас очень тесная связь дружеские, мы очень много контактируем и взаимодействуем. И у нас вот за последнее время родилось очень много интересных проектов. И вот концерт столетия СССР, кстати, один из Мгм. них. Один из них. Хочу, Да. кстати, сказать, тут нам тут присоединяется, у нас тут конкурс «Татарка за нам машет», видите, там как раз отправляет, да, это наш московский конкурс, он, кстати, тоже проходит в рамках деятельности Аккалфак, то есть мы вот так вот причисляем все-таки, да, мы проводим конкурс в Москве и Московской области, выбираем красавицу татарскую, так сказать, да, по творческим каким-то талантам, духовным и ну, в меньшей степени внешних, да, данных, но все-таки стараемся, чтобы у нас девочки все-таки были и внешне красивыми. Вот, да, вот нам уже Я знаю про этот цветочки конкурс. отправляют. Да, А у вас, кстати, проходит конкурс «Татар-Казы» у нас тоже в проходит Петербурге? конкурс ТРКЗ, и вот также их награждали у нас в городе почетными грамотами, призами. Я знаю, что они, по-моему, даже доходили до финала этого Мгм. конкурса, и этих девушек я, в принципе, даже знаю. С ними немножко знаком лично. Вот, и могу А сказать, вот у вас что есть, то есть, я извиняюсь, что я перебиваю, да? Что-то еще хотела рассказать про девочек, про «Татар-Казы». просто скажу, наверное, один секрет. У нас в конце планируется выступление одной из финалисток этого конкурса. Но это пока секрет. Здорово. Ну, нам обязательно нужно смотреть 12 июня тогда ваш прямой эфир, ваш концерт, и тем более пытаться там выудить, что Питер Буларе проводит «Татар-Казы». Ага. Еще, кстати, здесь был вопрос, есть ли мобильное приложение вашего портала? Вот. Да, у нас есть приложение, оно появилось в декабре прошлого года. Мы запустили приложение на двух платформах, это Android и iOS. Можно зайти в магазины и поискать Питер Татар. И там высветится в приложении, можно скачать его и вот через него получать все новости. В общем, приложение во многом на самом деле дублирует содержание сайта, хотя сделано на другой платформе, Мгм. но можно получить, опять же, новости по всем рубрикам. Там есть справочная информация, как и на сайте, по татарским организациям, личностям, изданиям и так далее. В общем, если вам интересно как бы получать вот самые свежие Мгм. новости, то, конечно, приложение это самый лучший выбор, поскольку они попадают в Мгм. первую очередь с сайта. Вот. Да, то есть приходит всегда какое-то уведомление, что появилась новая информация, и можно, собственно, свежую информацию прямо здесь сейчас прочитать. Да, Да, у то нас есть появляются push-уведомления, и мы стараемся о каких-то мероприятиях, крупных концертах, вечерах как раз уведомлять через приложение. Вот, можно почитать там, как бы, если информация, и даты, место, и какие-то фотографии, текст. В общем, такая возможность существует. Вот у нас тут организаторы московского «Татар-Каза» спрашивают, возможно, им может быть известно, прошел ли «Татар-Каза» в Санкт-Петербурге в этом году, успели ли вы провести до режима самоизоляции и наградить победительницу, или вы тоже пока отложили эту историю? Ну, на самом деле такой информации нету, но Мгм. то, что я мониторю новости, новости в городе наш, по-моему, Татар КЗ, вот этот отборочный этап у нас перенесли, возможно. Вот, Мгм. возможно, перенесли также по тем самым Ну, причинам. мы тоже, мы застыли пока в этом вопросе, то есть мы и набрали, и заниматься начали, но нам пришлось все приостановить, Но вот, и, на соответственно, самом деле это не проблема, поскольку у нас есть онлайн-формат, можно такие конкурсы проводить и онлайн, есть Мгм. такие технические средства и возможности. Поскольку раз уж Сабантуй и концерт проводит, то почему бы не провести конкурс онлайн? Вот. У нас Мгм. такой опыт был. Мы как раз вот провели конкурс такой в СПБ, конкурс стихов вместе совместно с представительством Республики Татарстан в городе, как раз через онлайн. То есть мы Мгм. получали все работы через интернет, там WhatsApp, на электронную Мгм. почту, и потом мы также проводили голосование зрительское, и мы также выбрали самые лучшие работы, и эти работы мы опубликовали вот на наших страницах. Вот, так что Равиль, опыт есть, вполне возможно.
Скажи, пожалуйста, а какие вы проводите совместные мероприятия со всеми молодежными организациями, вот именно направленные на молодежь, да? То есть, ну, вообще сейчас стоит такой довольно актуальный вопрос. Вот у нас не так давно, буквально где-то после майских праздников прошла конференция. Мы обязательно в следующий раз тоже вас к этой конференции подключим. У нас было очень много спикеров. Это был первый тоже такой опыт в режиме, так сказать, изоляции, да, провести большую такую конференцию международную. И там поднимались вопросы вот национальной самоидентичности, да, в условиях большого города, да, как вот сохранить свои национальные какие-то традиции, идентифицировать себя как татары, допустим, да. Сталкиваетесь ли вы с такими трудностями, как вы эти вопросы решаете, как вы эти задачи решаете, и, соответственно, какие вы предпринимаете проекты в рамках какого-то патриотического воспитания. Вот. Ну, на самом деле, я, наверное, не открою секрет, все регионы, которые находятся на периферии, далеко от Татарстана, они все сталкиваются с такой проблемой, с тем, что мы далеко, до нас трудно добраться, и поэтому вот эта связь, вот эта духовная связь культурная с Татарстаном пойдет, конечно, через наши диалоги и наши встречи, да. То есть вот тот же самый праздник Сабантуй, это вот такой яркий же пример того, нашего сотрудничества Мгм. и вот нашего диалога. То есть когда нам приезжают артисты, татары из Башкирии, из Башкортостана, из Татарстана, они вот выступают, вместе с нашим коллективом выступают также, да, поют на одной сцене, там подают чак-чак, там, да, вот выпечку люди там общаются, знакомятся. Это, конечно, здорово. И для нас это вот, конечно, очень хороший пример такого вот сотрудничества и такого вот диалога, да, с татарами внутри и вот с других регионов. Конечно, мы испытываем недостаток такого внимания, может, некоторого со стороны Татарстана, поскольку нам хотелось бы чаще с ними видеться, чаще Мгм. общаться. И вот поэтому надо больше, конечно, проводить таких вот концертов в городе татарских Мгм. звезд, поскольку это такие мероприятия набирают очень большое количество слушателей, зрителей, народ ходит все-таки, и это очень хорошо, все-таки интерес есть. Но на самом деле проблема в том, что некоторые вот татар, которые приезжают в наш город, они даже иногда не знают, что у нас есть такая активная татарская, вот, татарская организация, которая активно работает, и иногда не проявляют просто даже какого-то интереса, и получается, что вот эта вот духовная связь Татарстана, она теряется в нашем городе, как Мгм. бы народ немножко растворяется. Вот, конечно, вот наша первостепенная задача – это вот вовлечь вот таких вот Мгм. татар в нашу жизнь, чтобы они ходили на наши мероприятия, концерты. И поэтому мы, конечно, активно работаем в социальных сетях, даем какую-то рекламу, рассказываем на наших страницах, в соцсетях о нашей деятельности, той новости, стараемся как-то активно привлекать людей. Вот. Наша задача, конечно, в первую очередь донести вот о том, что мы татары здесь есть, у нас здесь автономия, мы тут уже находимся с самого основания города, и не надо об этом забывать, и надо быть вот как-то ближе к нам, общаться, вот, ходить на наши там, не знаю, вечера знакомств какие-то, да, не только концерты, это и творческие вечера. Вот хочется, чтобы, конечно, вот эта ситуация, она в будущем какой-то имела более такую позитивную динамику. Вот. А у Каким вас... образом это делаем? Мгм. Дальше встреча у нас вопрос. У Да. нас значит, в нашем городе есть разные организации, в том числе молодежные. У нас есть татарский культурный центр «Мирас», Мгм. где глава София Кичемасова. Это очень активная организация, они проводят много мероприятий, концерты, у них есть курсы языковые, курсы танца, вокала, и, в общем, очень много мастер-классов они проводят. А А, пока вот дальше не ушли, говоря про культурный центр, то есть у вас есть какой-то пул своих артистов, который проживает в Санкт-Петербурге? То есть можно сказать, что вот это вот татарские артисты Санкт-Петербурга. То есть такой пул артистов есть, да? И он в основном базируется при татарском центре?
Или это как бы самостоятельные такие художники, которые, может быть, существуют на каких-то других площадках? Ну, на самом деле примеры разные есть. Например, у нас есть коллективы Акчарлак и Шатлык. Они вот работают очень тесно сотрудничают с организацией Акафак Нева. Мгм. Есть также ансамбль Файда. Он вот сотрудничает с организацией Пасибулары Файда. Это вот такие как бы вот такие объединенные, да, организации. Есть также Мгм. у нас независимые татарские исполнители. Это и Динамо Тимиров. Вы, наверное, слышали, такой известный татарский, питерский а, Артист. артист. Он и принимал участие в конкурсе Тарбоне, был лауреатом этого конкурса. Он очень часто выступает на татарских мероприятиях и на Сабантуе. И также он много гастролирует, я знаю. Вот. И вот, в принципе, могу также сказать, что у нас есть другие артисты. У нас есть Альберт Джалилов, тоже известный Мгм. оперный певец. Мгм. Он выступает не только в Питере, да, и на международных площадках. И о нем хорошо знают. Да, ну, он хорошо знаком. Да, и в этом году он даже давал серию онлайн-концертов, проводит в интернете, как раз вот в режиме самоизоляции. Очень интересный концерт проходит. Вот, все любители и романсов, и стихов, и классической музыки, и татарской могут как бы вот принять участие и послушать. Также у нас есть хотел сказать, у нас есть и молодые исполнители, например, Альбина Мишмурзина, она у нас автор-песенник, она исполняет, и стихи пишет, и поет сама. У нее даже был раньше и коллектив свой, Яша Ираклер, они вместе выступали. Сейчас у нее своя молодежная организация, это организация современной татарской культуры, Тамга. Они тоже ведут активную деятельность, и вот Мгм. буквально вот в последний месяц они проводили несколько онлайн-квестов в Инстаграме, очень интересные Мгм. проекты. Вот, так что у них также есть языковые курсы, я знаю. Так что, в Вот принципе, говоря про языки, нам тут задали сейчас такой вопрос, спросили, есть ли у вас возможность изучать татарский язык, а ведь только язык может сохранить нацию. Но я думаю, что, а, безусловно, у вас есть такая возможность. да, Каким конечно, образом можно нам есть. У обучать? нас есть курсы и в Мирасе, там ведет преподаватель, ее зовут Альфия. У нас есть Мгм. курсы, которые ведет Альбина Шмурсина, она у нас магистр татарской филологии, то есть она педагог тоже. У нас также есть возможности, у нас также, в принципе, отдельно есть репетитор татарского языка, можно с ним подучить, понять свой уровень языка. И, в принципе, вот не стоит забывать возможности, что у нас есть также такой курс Анатолия, который реализуется под эгидой правительства Татарстана. Я говорю, в данном случае идет речь о сайте Анатолия Евком, где Мгм. любой желающий может регистрироваться и обучаться татарскому самостоятельно в интернете. И я могу сказать, что благодаря этой программе я выучил татарский язык, и мне возможно с ним сейчас уже говорить, и общаться, и переписываться. Вот, и мне очень сильно помог на самом деле. Еще раз, по какой программе? Анателе– Анатолий. Мгм. это интернет-сайт в интернете, Мгм. адрес у него anatole.ev.com. Там можно Мгм. бесплатно регистрироваться и обучать язык. Там 9 уровней, в каждом по 8 секций, 4 урока. Там можно проходить буквально с самых начинающих до самых-самых продвинутых. Можно изучать язык. Ну и, конечно, нужно много практики, потому что без практики язык выучить невозможно. Вот. В моем случае было именно так. То есть я много общался, Собственно, должны быть переписывался. мероприятия, на которых есть возможность все-таки говорить на родном языке. Конечно, конечно, Допустим, да. собираться и говорить на родном языке, да. Конечно, да. Я И, перебила, говоря о мероприятиях, когда начали говорить про Мирас, а я перебила, задав вопрос про артистов, но можно было развить дальше тему как раз-таки мероприятий, да, проектов, которые вот направлены на развитие самоидентификации, да, там татарской и патриотического воспитания. И начали говорить про проекты. Вот. Хотела бы вернуться к этому вопросу. ну, на самом деле, последний год реализуются проекты по программе празднования столетия ТССР. Мгм. В
прошлом году приезжали театральный коллектив Татарстана, это театр Камала и Тинчурина со спектаклями очень интересными, которые собрали большую публику в нашем Ой, городе. спасибо им огромное. Они в Москву приезжают и прям такую, прям вот хороший такой задор дают на тему изучения, погружения в национальную культуру, Да, особенно для тех, кто не вырос в Татарстане и вообще мало знаком даже с литературой национальной. ну, конечно, это очень важно, да, это позволяет как раз погрузиться в эту языковую среду, в культурную среду, впитать этот дух, дух Татарстана, нашей культуры, это очень важно на самом деле, и это позволяет нам быть в тесной связи с нашим народом, с нашей культурой и не терять свои корни. Вот. Также хочу отметить, что также у нас в прошлом году представлен интересный хореографический спектакль «Алиф» в конце ноября, Мгм. который тоже собрал большую аудиторию, было очень много хороших отзывов. Это, конечно, нам очень приятно и нам позволяет вот быть в курсе того, что происходит да, в Татарстане. Но также, насколько я помню, в прошлом году и были премьеры киноновинок. Была премьера мюзикла «Эпипея», точно помню, как раз в здании помещения Ленфильма, где собралась татарская общественность, и была презентация от Миляша Туганова, главы, да, татарского кино, Мгм. и был премьерный показ этого фильма, очень интересного. И вот такая возможность ходить на спектакли, татарские кино и на концерты, на самом деле, очень для нас важна и нам позволяет вот все-таки быть в каком-то контакте с татарской культурой и вот чаще встречать между собой. Равиль, очень здорово, что у вас проходит столько событий, и главное, что у вас столько молодежных организаций, которые даже существуя как бы автономно друг от друга, да, но все-таки делают, постоянно коммуницируют и постоянно создают что-то совместное, но при этом выполняют разные задачи, да, то есть я так поняла, что татарский центр культурный все-таки направлен на развитие и сохранение культуры, да, то есть это танцы, это музыка, это концерты, это какая-то, может быть, живопись. У нас это еще национальные костюмы, допустим, в нашем татарском центре присутствуют. А, Есть какие-то выставки проходят. Там организация «Калфак», которая больше объединяет все-таки такую вот женскую линию, да, понятие женской красоты, понятие материнства, да, то есть притом такая хорошая организация, которая еще вот корнями уходит в Татарстан, да, и имеет свои филиалы по всей стране. Очень здорово, очень приятно, и тем более, что у вас столько совместных проектов. А вот еще такой вопрос. Вы придумали много активности в режиме самоизоляции, да, то есть вы проводите интересные конференции. Вот у меня такой касательно конференции вопрос. Разговаривали ли вы когда-то с представителями других вот наших татарских общин, проживающих в разных странах? Есть ли у них там татарская музыка, которая татарская песня, которая родилась именно на этой земле уже, да? То есть не потому, что приехали туда артисты и стали петь. Я знаю, что у финских татар у них это существует, у них уже какое-то свое музыкальное направление появилось. Вот. А есть ли такое направление в других странах? Но это только если известно, да, это такой вот общий вопрос, на него можно, конечно, знать ответ, можно и Я не знать. постараюсь ответить, насколько я могу. Я знаю, что у финских татар есть свой коллектив Супер Татар, но он такой международный, европейский. Мгм. Там Муса Маликов, там и финские татары известные. Они Мгм. играют такую современную татарскую музыку. Очень такой интересный у них бенд. Они, знаешь, они в Татарстане выступают, в других городах. Это такой вот хороший пример хорошего татарского бренда международного коллектива, да, Супер Татар. Мгм. Если, допустим, брать австралийскую зелень, то там, конечно, все знают Зулю Камалову, да, это вот нашу звезду татарскую, которая давно переехала из Казани, не помню, из Татарстана в Австралию, и там вот она изучала музыку, пропагандировала татарскую культуру, и очень успешно ей получалось, она получала премии, и, в общем, такой яркий Мгм. пример того, что татарская культура, музыка, она живет, и также и за рубежом, и она там развивается и, в общем, успешно
успешно живет и работает. Вот. Если, например, взять Питер, наш регион, наверное, да, у нас тоже есть свои замечательные артисты, которых стоит упомянуть. Это, конечно, Альберто Садулин, наша советская эстрадная звезда, наш заслуженный артист, по-моему, даже народный, если не ошибаюсь, да, он Татарстана. Мгм. Вот. Конечно, все крупные мероприятия в городе, концерты проходят с его участием. Это и Сабантуй, это и крупные концерты звезд. В общем, мы об этом должны забывать, конечно. И, конечно, Мгм. эти песни, они родятся, вот, так сказать, в пенатах нашего города, да, у нас Мгм. есть свои тоже и авторы песен, да, то есть вот у Альбины Шмурсиной есть песня про Санкт-Петербург, так она называется, Санкт-Петербург, замечательная песня, она исполняла ее на разных конкурсах, также у нее есть На и татарском композиции, языке? да, конечно, на Да? языке, да, О, да. как здорово. Мгм. Да, Интересно. также у нее есть песня про Казань, она также исполняла ее вот в Казани и на форуме эту песню. Также у нас есть вот Диана Батимиров, он тоже исполняет татарские песни, которые есть разные авторы и из Татарстана, и нашего города. То, что, в общем, я думаю, что, наверное, в любом крупном регионе, наверное, есть такие звезды, которые вот вдохновляются татарской культурой и тем самым беря что-то такое в себя новое из культуры вот локальной, создают какие-то интересные такие вот произведения, шедевры. Я считаю, что это все вот присутствует, это все в плюс идет только. Да, это присутствует, и Ну, более также в того, это Москве, Москве, необходимо. Москве. Вот вы сами задали вопрос, хотел сами признать прекрасно те, что в Москве просто вот россыпь татарских звезд есть. Это Наляя Фатехова, и Да, да, Радик Яролина, Рад Сафин да, и многие да. другие артисты, Марат Башаров, которые вот очень активно работают, гастролируют вот по нашей стране. Вот, я тоже очень много слушаю московских татар, мне очень нравится их репертуар, как бы, и вот при Я возможности надеюсь, они пока нас хожу на смотрят или концерты. посмотрят, обязательно порадуются, то, что их на самом деле слушают везде. Нет, безусловно, это очень здорово. Они у нас тоже есть артисты, и все-таки существует такая задача, чтобы здесь уже на местах татары, которые, может быть, и никогда и не жили в Татарстане, да, и свою культуру познавали уже на другой земле, чтобы все-таки культура развивалась, и музыка развивалась, и язык развивался, потому что так или иначе территория, она тоже влияет на человека, и язык, второй язык, да, в данном случае русский язык. Почему Мгм. я сказала про финских татар, и почему у них очень интересная музыка, потому что сама финская культура оказала влияние даже на татарскую музыку, на татарское исполнение, и вот этот симбиоз, он очень интересен. Вот. И все, что создается даже за пределами республики, имеет такую немного другую окраску, и тем самым даже становится интереснее и расширяет, на мой взгляд, татарскую культуру. Так что наша задача Безусловно. развивать, Безусловно, развивать безусловно, идентичность да, да. новое. Да, А, Равиль, еще такой вопрос. Вот вы, я помню, что мы вчера разговаривали, что вы проводите сейчас еще какую-то серию прямых эфиров, да, помимо конференций международных, еще серию прямых эфиров. Можно об этом тоже узнать подробнее? да, недавно мы запустили эфиры в Zoom с татарами, где мы пытаемся друг с другом знакомиться, общаться между организациями с разных регионов. И вот буквально на прошлой неделе мы провели такую первую встречу, назвали ее «Алык Эст», татарами Северо-Запада, где мы познакомились с татарскими организациями с разных городов нашего региона, северо-западного региона. Мгм. Вот. Наш эфир был по нашему времени где-то в 5 часов, а вот наши гости из Австралии, специально приглашенные, у них уже была полночь. И вот М. мы вот сидели, общались, рассказывали друг о друга, о себе, чем мы занимаемся, обсуждали какие-то новости. И вот в течение 2 часов мы вот очень много успели переговорить, обсудить, вот, познакомиться, решили, что нам нужно встречаться чаще, такие встречи проводить, какие-то вот общие проекты делать, концерты, там, гости приезжать.
друг другу можно вот обмениться информацией какой-то, поскольку они также живут на удалении, и им тоже не хватает информации какой-то, что же вот происходит в татарском мире. Мгм. Конечно, они тоже хотят, и артисты видят, что почаще приезжали артисты Мгм. в их регионы. Вот. Можно даже какие-то совместные какие-то концерты проводить, и в онлайн в том числе. Вот. Мгм. Может, в гости ехать, ездить, там, какие-то вот делать, там, не знаю, там, проекты совместные. Может, Сабан какой-то может провести, да, вот какое-то общее. В том числе пригласить и наших соседей на эти мероприятия. Вот. Конечно, мы будем дальше продолжать серию встреч, и, может быть, даже следующий ласточка станет вот наш разговор с татарами центрального региона Москвы. Очень мы желаем этого. С вами тоже познакомиться, потому что мы знаем, что в Москве очень много организаций, 10 разных. Вот. И Москва это такой вот, как наш старший брат. Мы вот как бы вот тоже прислушаемся к вашему мнению и хотим тоже с вами общаться и сотрудничать. И, конечно, Москва для нас, как и такой ближайший сосед, очень важен такой наш партнер и вот, я думаю, друг, да, в будущем. Вот. Очень хочется какие-то совместные проекты сделать, что-то такое вот интересное. Хочется побольше друг друга узнать, вот, общаться, обмениться новостями, поскольку мы открыта площадка, портал, и мы открыты для всех, и, в принципе, любой желающий может дать заявку, новости, мы публикуем ее на наших страницах. Вот. Мгм. И, конечно, хотелось бы сотрудничать и в культурном плане, то есть какие-то концерты проводить взаимно, совместно, да, что, допустим, московские Мгм. коллективы к нам приезжали, выступали на наших площадках, чтобы мы могли тоже в Москву приехать, допустим, и наши коллективы могли выступить там. Вот. Сам по себе могу сказать, что я в Москве довольно много раз был в татарских концертах, и специально приезжал в Москву на татарские концерты в Кремле, которые проводились. Первый концерт, который ездил, это был как раз Милли Болгар премиясы в Мгм. Кремле. Шикарный концерт, просто шикарный концерт, мне очень понравилось. Также я был на первом концерте у Сгоря Желе, тоже в Кремлевском Мгм. дворце. Это был такой джазовый, такой вот современный концерт, очень нам понравился. И также был на фестивале Дуслы Купере, по-моему, Тадар-Башкирский, тоже проходил в Кремле. В общем, была традиция приезжать к вам на концерты, вот хотел, чтобы и вот тоже приезжали к наши концерты и вот участвовали как-то в них. Вот есть такое Равиль, вот я думаю, что желание. все абсолютно реально, все возможно. Самое главное начать тесно общаться, начать дружить, да, и можно собираться, встречаться раз в какое-то время. Действительно, сейчас мы уже, так сказать, протестили платформу онлайн-режима, да, и теперь мы можем периодически в этот онлайн-формат выходить, общаться, что-то планировать, да, и уже делать какие-то перекрестные культурные проекты создавать малого формата, большого формата, да, и принимать участие друг у друга. Я бы даже сказала, что это необходимо, и это было бы очень здорово. Да, дай бог. Да, вы вообще делаете большую работу, очень приятно познакомиться, Равиль, с тобой, с твоим проектом, тем более, что я вот вроде бы задала столько вопросов, да, мы вроде бы говорим о портале, а в итоге проговорили вообще про татар Санкт-Петербурга, про проекты Санкт-Петербурга, про объединение, да, Санкт-Петербурга. И фактически почему один человек может об этом рассказать? Потому что информационный ресурс на самом деле аккумулирует в себе все новости, деятельность каждой организации, и более того, так или иначе, вы все равно дружите, взаимодействуете и вместе создаете проекты. И тем более, что только через информационный ресурс можно узнать о том, что происходит, правильно? Да, и я хотел бы сказать, что на самом деле такие проекты в одиночку невозможно провернуть. У нас все проекты проходят сообща. Допустим, вот ближайший Мгм. концерт и вот конкурс стихов мы проводили совместно с представительством, постоянным представительством Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ярковской области. Мы в тесной контакте находимся, и также участие принимала организация «Кафак Нева». То есть такие большие проекты возможно сделать только когда нас много, когда мы вместе вот аккумулируем, и эта синергия она позволяет нам делать что-то очень большое и интересное. Вот. И поэтому мы, конечно, призываем только к тому, что давайте, татар, будем объединяться
делать поинтереснее, по-настоящему интересные такие масштабные проекты, потому что поодиночке мы не можем, а вместе мы сила, без Булдорабас. И вот чем нас больше будет, чем больше мы дружнее, тем больше у нас получится в будущем, Альберса. Вот. Алла Хочу Бисмилlah, поблагодарить надо всех увидеть. наших друзей, нашего портала, все организации, которые с нами сотрудничают, и мы надеемся на дальнейшее которое сотрудничество, интересные проекты, о которых мы будем рассказывать на страницах, и дай бог, очень много хороших мероприятий будет еще в онлайн в этом году, и мы планируем не только концерты, но еще вечера с трансляцией, надеюсь, в интернете, и планируем в этом году также провести Петербургский татарский видеофорум, который был в прошлом году первый раз, и Мгм. пригласить туда интересных блогеров и журналистов уже вот к нам в город и в формате онлайн. Вот так что вот, То есть вы это видимо, тоже хотите в формате онлайн провести, да? ну, как получится, да. То есть, Мгм. если получится, то, например, конечно, очно, но также онлайн, как бы, возможность не отменял. Это просто большая возможность для нас. Вот. Мгм. Ну, вы пишите нам тоже, мы с удовольствием в какой-то роли тоже попробуем принять в этом участие, если будет такая возможность. Конечно, конечно, да. То есть мы заявки будем рассылать широко в этом году. Вот. Мгм. Вас приглашаем лично Очень тоже. много информации, Равиль, спасибо огромное. Большая работа, большие проекты, большие идеи. Самое главное, чтобы все реализовывалось, чтобы все воплощалось. Если вы захотите нас тоже пригласить как-то в гости в прямой эфир, только уже наоборот, мы тоже будем готовы ответить на ваши вопросы и Конечно, рассказать больше о нашей деятельности в Москве. Вот. Но у нас сегодня состоялось первое знакомство, и более того, в рамках деятельности вообще автономии в социальных сетях у нас первый произошел эфир. Так что я надеюсь, что дальше будет только интереснее. Вот, тоже нас смотрите, будем общаться, будем планировать. Вот. И спасибо всем, кто нас смотрел. спасибо. Да. Спасибо, Равиль, огромное. Всем Все, тогда привет, будем на да. Всем связи. здоровья, счастья, благополучия. Берегите себя. Всего Да. хорошего. Всего хорошего. Да. Пока-пока. Всем пока.